Мы находимся в ущелье реки Псырцха. Именно в этой реке Симон Канонит крестил первых абхазских христиан. Симон Канонит был одним из учеников Христа. По легенде, Христос участвовал в его свадьбе в местечке под названием Кана. Тогда Христос совершил свое первое чудо. Он превратил воду в вино. Тогда на свадьбе вина не хватило, а это было позором для семьи, которая сыграла свадьбу. Симон Канонит уверовал в силу Христа, покинул семью и дом и отправился по свету проповедовать новую христианскую веру. Так он оказался в Абхазии, в этом ущелье. До сих пор сюда приходят люди для того, чтобы помолиться ему. День святого апостола Симона Канонита отмечают в нашей республике 23 мая. В эту дату ущелье реки Псырцха в Новом Афоне заполнено православными верующими. Одни приходят покаяться, другие попросить о помощи и защите, третьи поблагодарить. Я это место знаю 10 лет, открыла 10 лет назад его, приезжала просто в туристическую поездку, и ноги привели сюда. И так душевно я помолилась, на самом деле мы очень ждали внуков. И наплакалась, и почему-то у меня было ощущение, как будто я маленькая девочка, меня так пожалели. И только я вышла из пещеры, во-первых, я почувствовала такую близость к Богу. И когда я вышла из пещеры, у меня в голове мысль, а у нас будет мальчик Сема. И я шла еще, анализировала Сема, что за имя все, Семен, Симон. Я же была в пещере Симона. Через 7 месяцев у нас родился мальчик Сема. Ему исполнилось 10 лет. И каждый год я теперь почитаю это место, приезжаю сюда именно 23 мая, чтобы помолиться и поблагодарить. Когда уже нет надежды ни на что, люди идут к Богу и часто обращаются через посредников, святых, таких как Симон Канонит. Но маме поставили плохой диагноз. И я дала обещание, что неделю буду сюда ходить. Небольшая пещера, укрывшаяся среди скал ущелья, полна иконами и свечами. Все это несут люди в ожидании чуда или в благодарность за него. Грот в ущелье реки Псырцха служил Симону Канониту и прибежищем, и укрытием от римских легионеров. Сегодня это место одно из самых святых в Абхазии. Сюда приходят люди не только в этот великий праздник, но и в любой другой день помолиться, попросить о чем-то, поделиться своими горестями и радостями. В самом ущелье, которое необходимо преодолеть, как говорят верующие, чувствуется благодать и присутствие Святого Духа. Здесь такое место, очень большую ценность, важность оно несет для нашей страны и, в принципе, для духовного мира. Но основные церковные действия проходят в Новоафонском монастырском комплексе. В Андреевском храме проводит службы отец Дорофей, глава священной митрополии Абхазии. Ни эту организацию, ни самого Дорофея Дбар официальная православная церковь не признает. Но прихожане, в основном жители Нового Афона, отмечают День святого Симона Канонита здесь. В основном храме монастыря людей гораздо больше. Здесь проводит службу глава Абхазской православной церкви Иерей Виссарион. В этом году на ней присутствует и президент Бадра Гунба. Он поздравил народ Абхазии с важным религиозным праздником и отметил, что для процветания и государства, и общества, и церкви важно единство. Пусть такого рода празднества будут сопряжены с единством нашего народа, с ее историческим прошлым, будущем. Уверен, что такого рода единения нашего народа не только в рамках празднества, а в созидании и в обычной жизни. Желаю мира, спокойствия, благополучия народу Абхазии. Пока в основном храме шло причастие, из Андреевского прихожане вышли с крестным ходом. Так распределили между собой очередность обрядов священная митрополия Абхазии и Абхазская православная церковь. Но большинство верующих признают, что такая ситуация ненормальна. Конечно, это ненормальное явление, что в одном небольшом обществе, которым является православие Абхазии, вот так вот поделено. Но если Богу угодно, все это управится.
Но Вафунский монастырь пережил и более темные для веры времена. В 1924 году с приходом советской власти он перестал функционировать как монастырь, и в полной мере служба в нем возобновилась только в послевоенные годы, то есть буквально 30 лет назад. В 1995 году постановлением правительства Абхазии храм был передан Абхазской православной церкви. Постановление правительства храм Симона Канонита передан Абхазской православной церкви. Я надеюсь, что за этим последуют многие другие решения. Я бы хотел поздравить и отметить усилия отца Виссариона, отца Петра по возрождению Абхазской православной церкви. Я надеюсь, что вслед за теми событиями, которые происходят здесь, в Новом Афоне, последует открытие и возрождение работы храмов на всей территории Абхазии. Нам надо готовить молодые кадры. Я думаю, в этом Русская Православная Церковь окажет нам соответствующую помощь. Отец Виссарион отметил роль Русской Православной Церкви в становлении монастыря. Многие не могут понять, что это такое. Это русских монастырей для абхазов. Это монастырь для абхазов. Для абхазцев был построен царем. Для того, чтобы нас просвещать и освещать после 300-летнего доминанства Османской порты на абхазском языке. И все. Училище, вся наша абхазская интеллигенция выходцы отсюда. Русские повели себя правильно по отношению к этому народу, чтобы дать, не взять и не заставить, а именно дать по Богом данный родной язык. Вот величие православия. Ни один народ в мире не называется христолюбивыми. Это мы называемся. Нас называют в мире славяне, латиняне, англосаксы. И исторические факты, которые потому что благочестие, чистота абхазского народа, оно было высочайшим. Поступки человека, честь, это очень важно. Вот ум, который был направлен на благое, это есть ум. Бог поможет нам восстановиться, быть в единстве. Не может быть двух истин. Истина одна, чтобы мы все были вокруг этой истины. Тогда будет обязательно мир всем, и наша страна будет непобедимая. После причастия крестный ход во главе со священниками Абхазской православной церкви двинулся в сторону храма Симона Канонита. Храм Симона Канонита по преданию возведен на месте захоронения его мощей, примерно в IX-X веке. В XIX веке его отреставрировали. Сегодня он также в ремонте, в нем нет пола. Но из-за разногласий в абхазском духовенстве этот вопрос до сих пор не решен. По словам президента, государство может стать посредником для разрешения этого спора, но желание сторон примириться в этом вопросе имеет первостепенное значение. Конечно же, у нас есть понимание, то, как делать, но понимание должно быть у всех участников, к сожалению, этого процесса, который раскалывает и прихожан, и в целом нашу церковь. Мы все должны понимать, что все мирское заканчивается. А то, что мы оставим, какой мы след оставим, и то, как о нас будут отзываться наши соотечественники, вот главное, над чем надо думать. Завершилось празднование традиционной трапезой у одного из древнейших храмов Абхазии, храма Симона Канонита, ученика Христа, мученически погибшего на нашей земле. Марьяна Котова и Нала Гухава, Абаза ТВ.